Продолжаем эфир телеканала «Новостями» к этому часу и коротко о главных темах выпуска. Вместе с увеличением доступности ипотеки выросли и цены. Каков будет рынок жилья в ближайшее время? Вскоре свое старенькое авто можно будет продать с помощью государства. Регистрировать сделки будет портал государственных услуг. Более 200 тысяч рублей в качестве помощи получили работники «Алмаз-Автоматики» благодаря деятельности профсоюза. На сегодня запланирован запуск производства промышленных партий вакцины «Спутник Ви» еще на одной производственной площадке в Ярославле. К маю в России планируется произвести более 50 миллионов комплектов доз вакцины от COVID-19, а за первое полугодие 88 миллионов доз. Здесь речь идет не только о «Спутнике Ви». Также в ближайшие дни стартует выпуск вакцины «Ковивак» от научного центра имени Чумакова. Все это вместе с выпуском третьего российского препарата «Эпивак Короны» должно обеспечить ускорение темпов вакцинации россиян. Врачи заявили, что антитела к COVID-19 не вырабатываются у минимум 20% переболевших. Для гарантии иммунитета к вирусу таким людям медики советуют привиться. За минувшие сутки в России еще 9300 человек заразились коронавирусом. Ранее сенатор и заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что третья волна коронавируса осенью абсолютно реальна. Греция с 14 мая готова принимать российских туристов с прививкой, антителами или же тестами. Тем самым снимается карантин и ограничение на 500 человек в неделю. Уточняется, что для въезда будет достаточно отрицательного теста на COVID-19, сертификата о прививке или же справки о наличии антител. С сегодняшнего дня все препараты с международным непатентованным названием, в частности транквилизаторы, подлежат предметно-количественному учету, сокращенно ПКУ. Из самых известных в список вошел феназепам. Таким образом, чтобы подавать препараты ПКУ, нужно лицензироваться должным образом. Эксперты отмечают, что не каждая аптека сможет себе это позволить, поэтому оборот таких лекарственных средств, скорее всего, сократится. В Якутии за 2020 год было выдано более 14 тысяч ипотечных жилищных кредитов. Треть из них получили участники долевого строительства. По сравнению с позапрошлым годом показатели выросли на 29 и 46% соответственно. Небывалый спрос на покупку жилья, естественно, спровоцировал и рост цен на недвижимость. Будет ли расти цена и дальше за квадратный метр или есть возможность сдержать рост? Материал Анны Васильевой. Две стороны одной медали. Доступная ипотека с одной и резкий рост цен на рынке недвижимости с другой стороны. К слову, в Якутии еще не самые высокие показатели по Дальнему Востоку, но однозначно повышение цен произошло во всех регионах округа. После введения дальневосточной ипотеки цены на недвижимость, конечно, очень сильно выросли в нашем регионе. На первичном рынке цены были 75 тысяч за квадратный метр, сейчас 120-140 тысяч за квадратный метр, то есть рост составил больше даже 50%. Вслед за первичным рынком, конечно, подорожала и вторичка. Давить на административные рычаги, чтобы сдерживать цены, в условиях рыночной экономики такое невозможно. К тому же факторов, влияющих на рост цен жилья, немало. Дорожают и сами стройматериалы, и их логистика. Плюс переход на проектное финансирование снизил темпы вывода на рынок новых стройпроектов. Ведь теперь застройщики могут использовать средства дольщиков только при помощи эскроу-счетов. По сути, застройщик может пользоваться суммой только в конце срока, а все это время он на заемное банковское финансирование осуществляет строительную деятельность. Поэтому, конечно, для него это несколько усложняет его хозяйственную деятельность, но это и удорожает стоимость квадратного метра. Чтобы как-то сдержать это удорожание, необходимо обеспечить инфраструктурой земельные участки в крупных городах республики. Сделать это не так просто, к тому же нужно учитывать зоны подтопления и при аэродромной территории. В совокупности все эти факторы в той или иной степени, безусловно, влияют на снижение активности ввода нового жилья. Однако единственное решение проблемы все же наращивать объемы строительства. Были приняты новеллы в законодательстве, которые, например, позволяют использовать такой механизм, как комплексное развитие территории. Это очень действенный механизм, который позволяет, во-первых, и государству участвовать в этом процессе, в том числе финансово, в том числе расселяя
какие-то кварталы, где будет производиться комплексная застройка, это подводя коммуникации. То есть там целый перечень, целый куст таких юридических возможностей, которые позволяют очень быстро развивать территорию. Помимо этого, разработаны масштабные инвестиционные проекты. Республиканское ипотечное агентство уже реализует их в Якутске, Нерюнгри и Ленске. Вкупе все эти механизмы позволят постепенно снизить цены на заветные квадратные метры. Процесс этот, конечно, не быстрый, но что гораздо важнее – надежный. Нужно только, чтобы и сами потребители не паниковали и не поддавались искусственному завышению цен. Анна Васильева, Семен Семенов, Якутск. Обновленные правила сдачи практической части экзамена на водительские права вступают в силу с 1 апреля. Напомним, в ГИБДД начнут применять средства аудиофиксации процесса и отменят обязательную сдачу площадки. Но для проверки отдельных маневров такие площадки будут использоваться и дальше. В остальном экзамен будет по-прежнему содержать определенный набор элементов улично-дорожной сети, знаков и дорожной разметки. А уже с 1 мая россияне смогут купить или продать подержанный автомобиль через портал государственных услуг. Соответствующий приказ опубликовала Минцифры России. Отмечается, что закон позволит подписывать документы удаленно. Договоры будут заверять электронной подписью владельца автомобиля. Провести сделку через госуслуги смогут только физические лица. И только когда дело касается автомобиля с пробегом. Для сделки продавец должен загрузить на сайт пакет документов. Также продавцу нужно будет выбрать, оставлять ли себе госномер. Очаг возгорания и задымления на мусорном полигоне города Якутска полностью ликвидированы. Об этом накануне заявили в МУП «Жилкомсервис». Тушение продолжалось ровно неделю с позапрошлой субботы. Максимальная площадь горения мусора составляла свыше 3000 квадратных метров. В тушении и отсыпке песком были задействованы десятки единиц самосвалов, бульдозеров и другой тяжелой техники, говорится в сообщении. Сегодня в Якутии проходит традиционная всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В школах столицы она запланирована после обеда. Мероприятие проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки уже 5-й год. Она знакомит родителей с особенностями экзаменационной процедуры. Это помогает им избавиться от лишнего психологического напряжения и правильно настроить своих детей на качественную подготовку и сдачу ЕГЭ. В этом году родителям предлагается проверить свои знания по русскому языку. В профсоюзе «Алмаз Автоматики» с начала года 22 работника получили материальную помощь. Общая сумма – 216 тысяч рублей. В нее входит выплата в честь рождения ребенка и на случай, если сотрудник оказался в тяжелой жизненной ситуации. Наталья Сафонова – инженер-конструктор и по совместительству 3-й год работает председателем профсоюза «Алмаз Автоматики». С ней встретилась и пообщалась Анна Брянская. На репетиции ледового шоу Наталья Сафонова выкладывается как на концерте. Мысленно женщина уже находится на арене в расписном платье и поет перед зрителями. Пение – хобби Натальи Анатольевны. Им она занимается 8 лет. А вот работает женщина председателем профсоюза в «Алмаз Автоматики». Казалось бы, серьезная должность, но и там женщина всегда с улыбкой на лице. Получается, будет благодарственное письмо, да? Чирончик. В этом году на предприятии 37 юбиляров, говорит председатель. Ни одного именинника нельзя забыть. Ко Дню защитника Отечества и 8 марта тоже готовились с коллегами. Признаются, принимать решения с Натальей Сафоновой – одно удовольствие. Здесь работа идет с людьми. Когда я ее замещаю, первое время мне очень тяжело, потому что я не такая как бы открытая для людей. И у меня конкретно раз ответила и все. А Наталья Анатольевна нет, она разворачивает более шире, она разговаривает более душевно. Вот у нее эти качества, вот человек на своем месте. Выдать путевки, поздравить с рождением ребенка, помочь деньгами, если возникли проблемы со здоровьем. Наталья Сафонова пытается услышать каждого. Работа в профсоюзе не всегда про финансы. Люди, которые работают в профсоюзе, они однозначно должны любить людей. Они любят людей, и всегда можно, как бы, знаете, вот войти в ситуацию, потому что, к сожалению, наша жизнь, она такая быстрая, и мы иногда, как бы, нам человек говорит о своей какой-то беде, проблеме, ну, допустим, в кабинете мы сидим и разговариваем, и мы иногда можем быть в своих каких-то мыслях, и вот это вот сидим, дакаем, да-да-да, ой-ой-ой, как же так случилось. И вот я считаю, что как раз профсоюзные лидеры, они должны как раз понимать человека, они должны не просто отмахнуться
отмахнуться от человека, а войти в его ситуацию. Входить в чужую ситуацию Наталья умеет. Иногда все воспринимает как свое. Чтобы немного разгружаться, выбирается на дачу. Здесь ее любимое место. Вот и в этом году, в начале марта, уже взялась за лопату. На работе, вот, которая именно связана с людьми, это вообще отдушно от работы. Приходишь, забываешься, цветы. Огурцы, перцы, помидоры, картофель – все это впереди. А пока в голове предстоящий хозактив, путевки в санатории для сотрудников. Лето скоро как-никак. Анна Брянская, Артур Голиков, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». В честь Всемирного дня поэзии накануне в Саха-академическом театре имени Платона Аюнского прошел поэтический вечер. «Разговор с поэтом» – так называется новый проект Саха-театра. Это уже второй этап проекта, в котором приняли участие журналист, поэт Яна Байгажаева. Само мероприятие прошло в экспериментальном зале. Ее стихи на якутском языке читали артисты Саха-театра. Очень интересно наблюдать, как мои стихи, например, да, как автор наблюдает за тем, как стихи начинают жить своей жизнью, когда их декламируют профессиональные актеры. Это очень увлекательно, интересно, и мне кажется, для зрителя этот проект тоже будет как свежий ветер, как дуновение свежего ветра, и, наверное, представит очень такой большой интерес. Жители Якутии приглашают принять участие в ежегодном фестивале «Путешествие на полюс холода-2021». Он пройдет 27-28 марта в Аймиконском районе Якутии. Из-за пандемии коронавируса часть мероприятий будет проходить в онлайн, дистанционном формате. В остальном туристов ждут экскурсии с катанием на снегоходах и оленях, подледной рыбалкой, экспериментальным купанием в незамерзающем водоеме при минус 20 градусах, посещением стелы «Полюс холода». Кульминацией праздника станет церемония возвращения символа холода Чискану. И к этому часу у нас все. Носите маски, мойте руки и не забывайте про социальную дистанцию. До встречи в эфире.